Шумбратада, кельгам и ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Я, Лиза, вместе с моим помощником Куйгарыжем рады приветствовать вас сегодня на уроке макшанского языка. Шумбрат, Лиза! Шумбратада, ялгат! Куйгарыж, подскажешь ребятам, какой теме посвящен наш сегодняшний урок? Конечно, подскажу. Ребята, послушайте стихотворение макшанского поэта Анатолия Ежова и догадайтесь, о чем мы сегодня будем говорить. Шуфнин пряса, акшорхне, соласть и юмасть. Тарать мархта корхне, сась тундась. Шады ветнень, шады горьсно, утешисно сась. И пусть мархнень всяко морсно, сась тундась. Друзья, несомненно, мы уже догадались, что сегодня будем вести речь о весне и ее удивительных приметах. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия – тундать самац, тундань, тяжксне, переход весны, приметы весны. Весна – это удивительная пора. Еще достаточно холодно, и земля еще не до конца проснулась от зимнего сна. Но в воздухе уже чувствуется неповторимый аромат, свойственный только весне. Ребята, вы знаете, как будет по-макшански звучать приход весны? Тундать самац. Правильно. Молодцы. Именно весной начинают петь птицы. Появляются почки на деревьях, а весенний дождь уже не такой мрачный, как осенью. Ребята, давайте назовем предложение, которое ярко описывает красоту этого чудесного времени года. Нарматня састь лямби ширде. Птицы прилетели с теплых стран. Шудихть шудеркст, текут ручьи. Эжди шинясь, греет солнышко. Солай ловсь, тает снег. Молодцы, ребята! С приходом весны и затаяния снега вода в реках начинает подниматься. Это явление называют паводком, на макшанском языке шада-ведь. Также весной начинают цвести первые цветы, распускаться почки на деревьях. Давайте назовем эти слова по-макшански. Шуфта – дерево, тарат – ветка, панчв – цветок, путькс – почка. Хорошо, друзья. Весна – это пение скворцов с раннего утра, огромные лужицы от растаявшего снега. Ребята, давайте назовем слова на макшанском языке, которые описывают погоду этого времени года. Друзья, повторяйте за мной. Лямби – теплый, мани – солнечный, солов – растаявший, панжи – цветущий, эша – прохладный. Запомнили? Молодцы! В эту пору года на смену холодным приходят теплые солнечные дни. В народе существует много примет весны, по которым можно предугадать будущую погоду. Какого ждать лета? Будет ли урожай в этом году? Ребята, я назову вам весенние приметы макшанского народа, а вы постарайтесь их запомнить. Няет пасьмар, тундась крылен шалангсат. Увидал скворца, весна у крыльца. Февраль свишки буранца, а март светь путь коняса. Февраль силен метелью, а март капелью. Рано састь грачне и жаворонкатне, тундась у лилямбе. Ранний прилет грачей и жаворонков к теплой весне. Запомнили, ребята? Молодцы! Чтобы весна была теплой и принесла богатый урожай, в древности мордовский народ совершал разные обряды, посвященные приходу весны. Так в это время пекли пироги в виде птиц. Они назывались пытьгатат, ласточки, или жаворонкат, жаворонки. Когда заклинали приход весны, пироги поднимали на крыши домов, сараев
и пели веснянки. Давайте с вами вместе назовем одну из них и попросим весенних птичек, жаворонков, чтобы они поскорее на своих крыльях принесли весну, теплую, свежую, цветущую. Жаворонкат лиеда, пизынянтин тиеда, пачанянтин лангса, мазы тундать кандада. Жаворонки, прилетайте, свои гнезда вейте, на своих крыльях весну красну принесите. Молодцы, ребята, вы славно сегодня потрудились. Однако наш урок уже подошел к концу. Нам с вами было хорошо. Надеюсь, и вам с нами было не скучно. Мы будем рады, если вы продолжите знакомство с удивительным миром макшанского языка в нашей школе мордовских языков. И в заключении нашего занятия нам хочется поздравить всех с наступлением весны по-макшански и пожелать всем крепкого здоровья, счастья и новых побед. Тундать саманс мархта, арситяма сембанди, кемишум браши, павас и от садвкс. Няймазанг, кельгама ялгат, уледа, шумбрат. До свидания, дорогие друзья. Будьте здоровы!